Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Неделю назад в возрасте 82 лет скончался выдающийся сын кыргызского народа, сподвижник знаменитого советского и российского дипломата Юлия Воронцова, чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики, ветеран дипломатической службы СССР и Кыргызстана Нургазы Кемельбаевич Кемельбаев. С этим человеком мы сделали несколько съемок для программы «Мост дружбы». Он пообещал, что для первых выпусков нашей программы «Дипломат» готов сделать обширный репортаж о дипломатии и молодых сотрудников внешнеполитического ведомства. Но, к сожалению, нам было очень грустно, когда мы получили эту печальную новость. Потому что таких людей в Кыргызстане мало, да помилует его Аллах. С Нургазы Кемельбаевичем я знаком давным-давно. Когда он стал ректором дипломатической академии, он пригласил меня работать в дипломатическую академию. Мало того, он меня сделал членом ученого совета, и я его знаю очень хорошо как руководителя учебного заведения. Ну, в процессе нашего знакомства, а мы с ним часто оставались вдвоем, разговаривали друг с другом. Для меня дипломатия всегда была интересна. Я сам с детства мечтал стать дипломатом, но моя судьба пошла по другой колее. Но интерес к внешним отношениям и дипломатии я сохранил по сей день. В настоящее время я работаю проректором по науке дипломатической академии, где я работаю с 90-х годов, с момента открытия. В последующие годы я руководил кафедрой международных отношений, а до этого я занимался сугубо изучением истории, политологии и юриспруденции. Был депутатом киргизского парламента дважды, был избран спикером парламента 2009-2010 год. И по роду своей деятельности публичной мне тоже приходилось сталкиваться с вопросами, связанными с дипломатией. И поскольку я был не просто свадебный генерал, как говорят обычно, да, я был активный преподаватель, поскольку, будучи спикером и депутатом, я продолжал активно свою преподавательскую деятельность в Институте интеграции международных образовательных программ Национального университета, в дипломатической академии, в КРСУ и во многих других вузах. И в частности, мне приходилось вести международные отношения. Курс лекций по международным отношениям. Недостаток знаний я ощущал, и человек, с которым я мог поделиться и попросить совета, это был Нургазы Кемельбаевич Кемельбаев, который относится, ну, я бы сказал, к самой лучшей плеяде киргизских карьерных профессиональных дипломатов. Мы решили рассказать немного о его жизни. Пусть знают те, кто не знает, и пусть те, кто не знает его, чтобы те, кто не знал этого человека при жизни, узнали более подробно о том, какой вклад внес Нургазы Кемельбаев в работу дипломатического корпуса Кыргызской республики. Он был членом Общественно-наблюдательного совета и почетным профессором дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Кыргызской республики, а также президентом Общества дружбы Индия-Кыргызстан и почетным председателем Общественного объединения «Дипломаты Кыргызстана».
Родился он 25 декабря в 1939 году в селе Аксай Тонского района. После окончания школы поступил в Кыргызский государственный университет на факультет иностранных языков по специальности английская филология. Будучи студентом, он перевел стихотворение известного шотландского поэта Роберта Бернса с английского языка на кыргызский язык. После окончания Нургазы Кемельбаевич трудовую деятельность начал учителем в селе Барскоун в средней школе. Был инструктором Джитаугузского райкома партии. С 1970 по 1974 годы старший референт в Кыргызском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами. В 1974 году он был командирован в город Калькутта, Индия, для работы в Советском культурном центре вице-консулом Генконсульства СССР. С 1978 по 80 и с 1987 по 1989 годы он был главным советником Министерства иностранных дел Кыргызской ССР. По рекомендации председателя Совета министров Киргизской ССР Султана Ибраимова Кемельбаев поступил в дипломатическую академию СССР. Через 2 года успешно окончил этот вуз. Стоит отметить, что он первым из кыргызов окончил вышеуказанное учебное заведение. Человек, который стоял у истоков. Были предшественники у него. В 1949 году в результате победы во Второй мировой войне Советский Союз, Ялтинские соглашения, Потсдамские соглашения, Советский Союз готовился к образованию Организации Объединенных Наций. И чтобы получить большинство голосов, как можно больше голосов, была такая задумка включить в состав от СССР, чтобы было не только представительство СССР, но и 15 союзных республик. Таким образом, политический вес Советского Союза и социалистического лагеря увеличивался. И с 1949 года был создан наркомат по иностранным делам Казы Дикамбаев, стал первым министром иностранных дел Кыргызской республики. Начался комплектоваться аппарат, началась подготовка дипломатических работников. Даже был назначен представитель Кыргызстана, вероятно, или будущий представитель Кыргызстана при ООН, Киргизской ССР при ООН. Это был известный юрист, китаист, закончивший Академию дипломатии Советского Союза, Исан Мамунбаев. Он был кандидатом юридических наук, специалистом в области международного права. Но, к великому сожалению, идея не была реализована, и Советский Союз смог провести в Организации Объединенных Наций только 2 республики. Это Украина и Беларусь, как республики, потерпевшие наибольший урон от фашистской агрессии. С этими аргументами все страны согласились, и у Советского Союза там было 3 голоса. А почему не произошло, этот план не был доведен до конца? Потому что американцы в противовес предложению Сталина сказали, ну тогда мы будем требовать включения в ООН 50 американских штатов. Поэтому мы вынуждены были отказаться. Но основы были заложены. И вот тогда, с этого времени, начинается развитие киргизской дипломатии, дипломатической службы. Но поскольку не получился первый вариант, отдельные отобранные кадры, знающие иностранные языки, знающие хорошо политическую систему, яркие, должны были быть преданы идеалам марксизма-ленинизма. Некоторые из них поехали на работу в центральный аппарат МИДа, но в основном первый поток, который это был как раз Нургазы Кемельбаевич, Ишимбай Миразаков, Саралинов. Это люди, которые стали
действительно карьерными дипломатами. То есть служили в центральном аппарате, выступали в качестве представителей советской дипломатии за границей. В 1982 году он был вице-консулом-директором Советского культурного центра в городе Калькутта, Индия. В 1990 году консул СССР. Он был главой консульского учреждения, затем консул Российской Федерации в Аджаукуте, Нигерия. С 1992 по 1993 годы Центральный аппарат Министерства иностранных дел Кыргызской Республики занимал должность заместителя заведующего отделом международных организаций, планирования и экспертизы внешней политики. С 1993 по 1994 советник посольства Кыргызской Республики в Турции. С 1994 по 1995 годы советник управления СНГ и отдела информации. С 1996 года профессор факультета международных отношений Института интеграции международных образовательных программ КГНУ. Читал лекции по дипломатии ведущих стран мира. С 1999 по 2001 год директор Центра переподготовки и повышения квалификации дипломатических кадров Министерства иностранных дел Республики. С 2001 по 2010 год ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел, чрезвычайный полномочный посол Кыргызской Республики. Вот в 1974 году Нургазы Кемельбаевич, он уже работал выпускником, он закончил факультет английского языка Национального университета, поработал в школе, поработал в партийных органах, в Комитете дружбы народов Кыргызской Республики с другими. То есть имел достаточно хороший опыт в зрелом возрасте, и он рекомендуется для работы в МИДе, в аппарате МИДа СССР. Он едет в Москву и через некоторое время получает назначение в качестве дипломатического работника. Работал он в 3 странах, представлял Советский Союз. Это Нигерия, где он был генеральным консулом Нигерии, Индия и Турция. Это всех печальное событие. Мы с Нургазы Кемельбаевичем работали еще в советском МИДе. Он был заместителем министра, я работал заведующим протокольно-консульским отделом. И под его руководством мы осуществляли тогда, может быть, не полномасштабную, но отведенную для Министерства союзно-республиканского подчинения роль. И Нургазы Кемельбаевич, во-первых, следует отметить, что был дипломатом, наверное, по своим природно-генетическим данным, всегда спокойный, уравновешенный и всегда находил компромиссы и старался вопросы решать очень по-дипломатичному. С ним, под его руководством, мы принимали различные делегации, под его контролем осуществлялись визиты тех немногочисленных, но очень важных делегаций, и параллельно шла очень различная работа по становлению МИДа. Совместно с ним и под его руководством, под повседневным руководством пытались улучшить деятельность МИДа, улучшить его кадровый потенциал. Для этого были организованы курсы, изучение языков, старались улучшить протокольную экипировку. Сейчас кажется, что это какие-то мелкие вопросы, но это всегда было впервые. Нургазы Кемельбаевич не было легких путей, он работал в странах, то, что называется, с тяжелым климатическим климатом. И я думаю, что это все-таки отразилось на его здоровье. Он работал в Аджаукуте, в Нигерии. Особо хочу отметить его роль в
организации дипломатической академии, что, понимая необходимость того, что необходимо готовить квалифицированные кадры, и будучи уже завершив активную оперативную работу, он занялся созданием Центра подготовки кадров, то есть дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Он пригласил опытных, квалифицированных дипломатов, пригласил ученых, и за короткое время ему удалось создать полноценную дипломатическую академию. И сейчас многие выпускники, конечно, должны помнить и отмечать его роль. И сегодня дипломатическая академия выполняет ту функцию подготовки профессиональных кадров именно для нашего министерства. Перед тем, до того, как прийти в Министерство иностранных дел, мы с ним сотрудничали, он работал в обществе дружбы. Вот это общество дружбы, это огромный пласт, где он устанавливал и пытался распространить информацию Кыргызстана, привлечь общественные и правительственные организации к сотрудничеству с Кыргызской Республикой. Это большой пласт работы, и мы с ним сотрудничали, когда он был еще в обществе дружбы. Индийское направление, это он пронес это через всю свою жизнь. И недавно даже вспоминали о том, как он же устанавливал, впервые он поехал и работал в культурном центре СССР в Дели. И вся эта составляющая по развитию культурных отношений была пронесена через всю его жизнь. И стремление дружить с писателем, в том числе с известным писателем Айтматовым, это исходит из общего, как его из академической подготовки, из специфики его работы в культурном центре, и где он заложил в обществе дружбы. И все это помогало ему работать в Министерстве иностранных дел. Он является основателем общественного объединения дипломаты Кыргызстана. Напомнили, 1964 год, первый номер журнала «Алато». Это орган Союза писателей. И его большая статья, мои переводы, впервые переводы с английского языка на кыргызский язык. С тех пор я был связан с ним. Хорошо знаю верхнюю дачу, когда еще даже не родился другие дети. И так был с ним я связан. Бывают, поверьте мне, потому что вот это столько мало дали издания в книге на бенгальском, на хинди и на других языках изданы. Маленькими частями. Вот поэтому я с ним давно связан. Когда в Индии был, его встречали как государственная делегация. От имени президента встречали туда. Я находился там. Я с ним очень общался. Тогда наши фотографии не печатали. Но я сумел достать некоторые, которые в черно-белом, попросив заранее. И эти фотографии все у меня есть. Тоже собраны многие материалы. Так что Айтматов служит всему человечеству. Ну, все, больше. Кадраканов написал, дипломат мира. Да. Но все писали о нем. Пишут мы, конечно, наша слава, наше знамя. Он нашел сотрудничество с общественным объединением «Телекмат»
АК, и они установили совместно, награждали известных политических деятелей Кыргызстана и зарубежных деятелей медалью, почетной медалью, золотой и серебряной медалью. В том числе этой медалью был удостоен генеральный директор Организации ООН по промышленному развитию Ли Юн за его вклад в развитие промышленности в Кыргызстане. Ну и многие президенты, Отунбаева, министр иностранных дел Муратбек Эмомалиев, посол Турции, которые много вносили вклад в оказание содействия. И он всегда контактирует со многими послами, и он останется в светлой памяти и у всех нас, как высокопрофессиональный дипломат, который внес и вносил на протяжении многих лет серьезный вклад в развитие и внешней политики Кыргызской республики. Ну, с Нурказыком Эмельбаевичем я знаком, в общем-то, уже давно. И даже, скажем, могу сказать, что даже очень давно, потому что знакомство у нас произошло в весьма интересной обстановке. Я был студентом и проходил стажировку в стране изучаемого языка в Индии. И вот меня направили в командировку в Калькутту. И меня поселили в генконсульстве. И, естественно, я приехал один и решил, значит, погулять по городу. Там, ну, в общем, немножко загулял и вернулся в генконсульство в час ночи. И, естественно, там все было закрыто, и я там долго ломился, стучал во все двери, потом камешки бросал в окна и прочее, прочее. И вдруг вышел какой-то мужчина, азиат, и начал там меня воспитывать: ты что делаешь там так? У нас здесь все в 11 часов, чтобы все были на месте. Тебя, говорю, могут 24 часа в Советский Союз отправить, все. И, ну, в общем-то, он не стал никуда это докладывать, но и, слава богу, мне это дело ничем страшным не аукнулось. Это был Нурказык Эмельбаевич. Вот. И потом, когда я уже приехал сюда, в Кыргызстан, и мы с ним встретились, вспомнили вот этот вот эпизод, очень долго смеялись. Вообще Нурказык Эмельбаевич, так вот я могу сказать, что это настоящий кыргызский интеллигент и очень опытный дипломат. Ведь всегда к нему обращались, всегда, когда возникали какие-то очень сложные вопросы, он всегда находил ответ, всегда советовал. И у него было очень, Нурказык Эмельбаевич, был очень чуткий подход к воспитанию молодых дипломатов. Всегда на всех мероприятиях, всегда пользовался вот таким случаем и всегда давал какие-то жизненные напутствия молодым. Ну, вот этот свой богатый опыт Нурказык Эмельбаевич, конечно, и передавал молодежи. Он преподавал и здесь, в Дипакадемии, и в Национальном университете, на факультете международных отношений. И, честно сказать, что Нурказык Эмельбаевич, я всегда завидовал его вот такому большому опыту и его большим организаторским способностям. Ведь он как раз вот из ничего создал вот дипломатическую академию, которая уже много лет уже существует и готовит профессиональные кадры для нашей дипломатической службы. Вот. А это действительно в те годы было непросто из ничего создавать это. Но вот Нурказык Эмельбаевич смог, и благодаря своему имиджу, опыту, вот, он создал действительно вот нашу дипломатическую академию. И еще Нурказык Эмельбаевич, это была его идея, он создал ассоциацию дипломатических работников Кыргызской республики. Вот это такое общественное объединение.
которая, в общем-то, тоже участвует в такой международной жизни и помогает Министерству иностранных дел и, в общем-то, проводит различные мероприятия. Но это вот у Нургазы Кемельбаевича это два детища, которые действительно он создал. Ну и именно по его настоянию, дипломатическая академия получила имя нашего первого министра иностранных дел. Вот. И здесь вот как раз он устроил небольшой музей, здесь вот его мундир висит, вот, Казы Дикамбаева. Вот, значит, и это все вот Нургазы Кемельбаевич. Кроме того, Нургазы Кемельбаевич активно принимал участие в создании такое научное направление, как история кыргызской дипломатии. И именно как раз под его руководством был, по-моему, создан издан двухтомник, по-моему, здесь вот где-то он лежал у нас на полках, история кыргызской дипломатии, начиная еще с 19 века, и вот как проходило вхождение Кыргызстана в состав России. Вот. Все это скрупулезно, все эти данные были собраны вот в этой книге. То есть, и действительно, вот уход его, это действительно большая потеря. Потому что человек еще того поколения с таким богатым, скажем, опытом и знаниями, это невосполнимая потеря. Карек Бей, мы, во-первых, хотели ваши воспоминания о уважаемом Нургазы Кемельбаевича, который уже 10-й день нет среди нас. Конечно, это очень большая утрата для не только кыргызской дипломатии, скажем так, это человек, яркий представитель эпохи, которая уже ушла, фактически еще одна страница той эпохи закрылась, и это, конечно, очень печально, поскольку Нургазы Кемельбаевич был ярким представителем настоящей элиты, настоящим дипломатом, настоящей интеллигенции, которая вносила свой вклад в создание нашей государственности. Еще в советские времена он занимал достаточно высокие посты в системе Министерства иностранных дел, является одним из первых, если не первым, выпускником дипломатической академии МИД СССР, который являлся большим знатоком истории кыргызской дипломатии. К сожалению, он не успел выпустить курс лекций или учебное пособие по истории кыргызской дипломатии. Кроме того, у него еще были очень большие планы как раз по учебно-методическому обеспечению. Теперь, видимо, если поискать, найдутся эти рукописи, нужно их проработать, этот вопрос, поскольку большое, скажем так, наследие он оставил, конечно, подготовил очень много учеников, и как это у нас часто бывает, мы оцениваем масштаб личности, вообще человека, когда он уходит, и вот есть, конечно, это горечь утраты и сожаление, что не успели выпустить такие очень важные, скажем так, издания. Но думаю, что в любом случае, конечно, он как и основатель, во-первых, дипломатической академии. Мы можем сказать, что дипломатическая академия в самом начале она была на устах. Можно сказать, что та академия дипломатическая, которая была при Кемельбаеве, это эпохи Кемельбаева, скажем так. Здесь очень много ярких выпускников, тех, которые в числе, кстати говоря, действующий министр иностранных дел, который очень хорошую речь на похоронах сказал, выделил личностные качества Нургазы Кемельбаевича и как специалиста в этой области. По сути дела, он был одним из последних патриархов нашей кыргызской дипломатии, который
внесли свой большой вклад в дипломатию и в целом в развитие нашей страны. Вы сейчас посол Кыргызстана в Азербайджане. Какие опыты, знания брали у Кемелбаевой? Да, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что, собственно, в дипломатию меня привел Нургазы Кемелбаевич. Где-то больше 10 лет назад мы преподавали на факультете международных отношений Кыргызского национального университета имени Жусуп Баласагана. И как-то у нас сложились очень дружеские отношения, как старший преподаватель, профессор. В общем-то, он заинтересовал в том, чтобы, во-первых, преподавать в этой очень интересной сфере, специализировался в вопросах международной безопасности, ну и международные отношения. Вот он меня рекомендовал сюда на должность проректора в дипломатическую академию, где я проработал порядка 6 лет. И все эти годы мы с ним достаточно активно общались, я советовался, в том числе и не только в вопросах, значит, которые были там, допустим, при даче экспертного мнения, либо интервью в сфере международных отношений, по самым, скажем так, острым узловым вопросам, когда я получал его совет, это были достаточно такие профессиональные оценки, и я ему очень благодарен. Он был настоящим дипломатом, был очень, скажем так, осторожен в своих оценках, ну и как всякие настоящие дипломаты, то есть дипломаты 10 раз подумать, да, прежде чем сказать, ничего не сказать, либо не сказать нет. Вот. Очень много познаний, которые касались истории дипломатии. Он мне сразу же подарил, значит, хрестоматию под его соавторством, которая называлась «История кыргызской дипломатии». И до сих пор, я думаю, что это наиболее такой интересный такой научный труд, хрестоматийный. Поэтому я очень благодарен Нургазы Кемелбаевичу, потому что он так вот где-то незаметно, где-то очень дипломатично направлял меня, и фактически я его считаю своим первым учителем вот, в сфере дипломатии. Нургазы Кемелбаевича я знаю где-то больше 10 лет, потому что мой отец с ним учился в интернате в селе Барском, и мой отец всегда о нем отзывался с большим уважением, потому что, как отмечал мой отец, его отличала, Нургазы Кемелбаевича всегда цельность, целеустремленность и еще, как бы сказать, любовь к литературе. И именно тогда в этой школе, школе-интернат в селе Барском, была заложена его тяга к дипломатии. Потому что у них учительница была молодая русская женщина, и она научила их, учила английскому языку. То есть первые ростки знания английского языка именно были заложены в селе Барском. Тем более, это малоизвестный факт, Нургазы Кемелбаевич является близким родственником нашего известного поэта Жусупа Турусбекова. Видимо, тоже унаследовал эту тягу к литературе. Мне Нургазы Кемелбаевич рассказывал, как он переводил с английского языка стихотворение знаменитого шотландского поэта Роберта Бернса именно на кыргызский язык. И именно Нургазы Кемелбаевич заложил школу переводчиков, которые непосредственно переводят с иностранных языков прямо на кыргызский язык. Это до сих пор у нас мало таких специалистов.
Нургазы Кемельбаевич еще рассказывал, как в Индии ему приходилось работать в тяжелых условиях. И когда потом его перевели в Африку, тоже был сложный, одновременно, говорит, очень интересный, но очень сложный этап. И ровно 30 лет тому назад Нургазы Кемельбаевич в интервью известному журналисту Аману Токтоғулу в 1991 году сказал, что будет распад Советского Союза скоро. Как это проскользнуло тогда мимо ока государя, неизвестно, но факт в том, что до сих пор это в архиве хранится, что он это предсказал, и действительно это произошло. И тем более, что он был последним советским генеральным консулом в Нигерии, а потом первым российским генконсулом уже в этой стране. И я считаю, что Нургазы Кемельбаевич заложил основы переводчества, как бы, не то что перевод, как-то правильно сказать, что он заложил основу, что с иностранных языков надо напрямую на кыргызский язык переводить. Потому что очень мало у нас эта школа до сих пор специалистов в этой области. И что он 10 лет руководил дипломатической академией Кыргызстана. И его сейчас ученики занимают высокие посты в внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Я думаю, что Нургазы Кемельбаевича, если вот его еще труды из архива нынешнего российского МИДа, нашего внешнеполитического ведомства, если изучить, то очень много еще интересного для себя узнаем. За плодотворную дипломатическую деятельность и подготовку дипломатических кадров для страны указом президента от 2 мая 2008 года ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Кыргызской Республики». Кемельбаев был награжден медалью «Данг» и российским орденом Горчакова первой степени. Он один из инициаторов и составителей хрестоматии по истории дипломатии Кыргызстана с древнейших времен до конца XIX века. Двухтомника «Кыргызстан-Россия» – сборник документов и материалов о взаимоотношениях в составе СССР. Меня зовут Кемельбаев Ильдос. Нургазы Кемельбаевич является моим дедушкой, и я очень рад, что после кончины моего дедушки все пишут о нем, все о нем говорят, все пишут книги. И, в общем, он является патриархом, основателем кыргызской дипломатии. Вот. Дедушка меня воспитал с самых ранних лет, и я очень благодарен ему за это, потому что он воспитал меня быть таким же, как и он. По его стопам я поступил в университет. Всегда я считаю, что он всегда был рядом со мной и будет всегда рядом со мной, потому что мы неотделимы, и я в будущем, надеюсь, буду таким же, как и он. Медиахолдинг «Пирамида» и Медиатуркел вместе с родственниками и близкими Нургазы Кемельбаевича разделяют боль утраты.